Сегодня мы говорим о цифровизации услуг здравоохранения. И говорим мы об этом, конечно, с человеком, который лучше всего разбирается в этом вопросе, заместителем министра здравоохранения по цифровому развитию Бакытом Джангазиевым. Здравствуйте, Бакыт. Добрый день. Мы с вами встречались уже в рамках наших эфиров. Через какое-то время после этого вы ушли с этой должности, и затем в феврале прошлого года, 23-го года, вы вернулись. Пришлось ли вам начинать сначала, или какие-то проекты были продолжены, что-то вам пришлось, может быть, переделывать? В целом, вся наша работа строилась на программном документе, который был принят в начале 2022 года. Она называлась «Целевая модель развития цифрового здравоохранения», которая была рассчитана до конца 2024 года. И все наши активности, мероприятия, развитие новых продуктов были четко регламентированы. И определенная работа в 2022 году шла, и в 2023 году мы продолжали ее работу, потому что документ есть. И в рамках нее как раз таки была продолжена работа по масштабированию вот этой системы по медсправкам, которые выдают в роддомах, о рождении, медсправках о смерти, по иммунизации и так далее, лабораторная система. Все это продолжало работу. Давайте поговорим подробно о цифровом профиле здоровья. Что это такое? Люди могут ли самостоятельно его обновлять, или это нужны специальные допуски? Вот вы упомянули, что мы с вами встречались, и как раз таки вот на той встрече мы с вами обсуждали, что мы только запускаем этот продукт, и как раз в 2022 году, в 2023 мы активно его развивали. Сейчас цифровой профиль здоровья есть у каждого гражданина Кыргызстана, и в нем есть определенные данные, которые необходимы каждому пациенту. Обновляется он автоматически при обращении пациента в ту или иную организацию здравоохранения, и амбулаторные данные при посещении, при обращении в лабораторию, это его лабораторные результаты исследования, если была вакцинация и так далее. Там же есть данные о наличии медицинской страховки и также данные о организации, к которой прикреплен человек. И почему мы создавали этот цифровой профиль, чтобы человек не бегал по разным ресурсам и не искал свои данные. Все данные, которые касаются здравоохранения, находятся в одном месте, и человеку это удобно. И в этом году наша задача интегрировать этот цифровой профиль с частными организациями здравоохранения. То есть мы понимаем, что немалая часть нашего населения обращается в частные организации здравоохранения. И для удобства их, чтобы они также не заходили по разным сайтам, не искали свои данные и так далее, мы хотим это все объединить, и неважно, куда человек обращался, эти данные принадлежат каждому из нас, и каждый из нас имеет право на доступ к своим личным данным. Так, вы сказали, что он есть у каждого гражданина. Где я могу посмотреть на свой цифровой профиль здоровья? Цифровой профиль вы можете скачать приложение Туиндык. И на главной странице есть баннер, который называется «Мое здоровье», и в нем вы можете просмотреть цифровой профиль здоровья. Более того, мы создали, когда я говорю, что имеет каждый гражданин, это означает, что дети его тоже имеют. И родители имеют доступ к вот этой цифровому профилю здоровья своих детей через свой кабинет. Потому что государство знает, что у каких людей есть несовершеннолетние дети. Таким образом, мы сделали связку детей и родителей, и до момента совершеннолетия родители имеют к нему доступ. До совершеннолетия ребенок уже не ребенок и может получить доступ лично, самостоятельно. И какая информация? Я так понимаю, что, например, обо мне, какие я там прививки получала в детстве, вы уже не знаете. Все верно. Эта информация у вас? Она у нас есть, но в бумажном виде. Да? Если она есть. Должна быть, по идее, где-то. Да. Но где, никто не знает. Нет, ваша карточка бумажная хранится в вашей организации здравоохранения, но оцифровка, мы не стали оцифровывать исторические данные, потому что на это нужны отдельные люди, отдельные ресурсы и так далее. И, то есть энергозатраты и ресурсозатраты намного будут превышать, скорее всего, пользу от этого. Поэтому мы пошли путем с даты запуска и вперед. И теперь мы все данные, которые получаются при обращении,
они вносятся в эти системы. А дата запуска? Дата запуска цифрового профиля это был начало 2022 года. Если я за это время ни разу не обращалась в медицинские учреждения, значит, у меня нет этого цифрового. В смысле, он есть, он пустой? Он пустой. Нет, ну, по крайней мере, там есть данные, застрахованы вы или нет. Куда вы прикреплены, какой поликлиники. Вот эти, хотя бы это вот я эти узнаю. минимальные данные, да, у вас есть. И при обращении они будут пополняться. Так, значит, что вот минимально? Что там должно быть минимально? Минимально. Куда вы прикреплены и есть ли у вас медицинская страховка. Вот эти два. Да, вот эти два набора данных, они есть. У детей? Аналогично. Первое, куда они прикреплены, мы автоматически прикрепляем ребенка по месту прикрепления его матери, да, чтобы соответствующий был патронаж. И застрахован он автоматически, потому что государство заботится о всех детях, и они застрахованы by default. Так, вот смотрите, вы сказали, что решили вот с момента с 22 года, но вот если речь идет о детях, то, ну, понятное дело, я в свое время проходила уже эту вакцинацию, а для детей важно, если я все-таки хочу, чтобы в этом цифровом профиле содержалась информация о историческом здоровье моего ребенка, то могу ли я включить туда и исторически, как вы говорите, историческую информацию? Самостоятельно включить вы не сможете. Так. К этой системе имеют доступ только определенные люди, которые обладают правом доступа. И сейчас мы прорабатываем момент, как это можно сделать. Объясню почему. Многие системы сделаны таким образом, что ретроспективно вводить данные нельзя, потому что это могут содержать там различные коррупционные риски, там различные правовые риски и так далее. Поэтому у нас есть строгие ограничения, что там может быть сутки назад еще можно ввести, потому что врач может не успеть там, или оператор, но более нет. И по определенным системам мы прорабатываем эти моменты, когда можно будет допустить ввести данные, конечно, исторические. Но здесь я тоже хочу подчеркнуть, что вот эта система по вакцинации начала работать с момента ковида, да, пандемии, и поэтому вот эти мы все данные сохранили, ничего не уничтожено, и мы их интегрировали в цифровой профиль. То есть, если вы вакцинировались против COVID-19 в свое время, то вот эти данные тоже мы сохранили, они у вас есть. И даже те данные, если вы тестировались на COVID-19, ПЦР проходили, эти данные тоже у вас есть, и они тоже будут доступны в вашем цифровом профиле. Нет, у меня речь все-таки больше волнует вот этот вот государственный календарь прививок, потому что сейчас, да, там вот, например, со вспышкой кори, да, хочется понять, да, когда и от чего прививка. Да? То есть, да, мой ребенок проходил весь согласно государственному календарю прививок, но я бы хотела убедиться в этом. И... Ну, это большая работа, надо понимать, что у нас порядка будут 2 миллионов людей, это дети, которые получали прививки в рамках календаря. Сил у государства на это нет. Силы есть, но важно правильно использовать эти силы. То есть мы можем это сделать, но тогда у нас другие более важные моменты могут просесть. Здесь в этом есть, как правильно выбрать баланс, что будет важнее, в перспектива или оцифровать назад. Но работа в этом направлении ведется, и я хотел бы также продолжить вашу тему про национальный календарь прививок. Это же паттерн, это шаблон. И в рамках этого мы его тоже оцифровываем в части уведомлений родителям, напоминаний, что Наталья, у вас есть там сын, которому скоро исполнится годик, и вам необходимо в рамках календаря в год получить эту вакцину. И вам уведомление придет там, за неделю до предполагаемой вакцинации, потом еще раз за 3 дня и в день, чтобы вы не забывали про это. И когда уже вакцина произойдет, у вас уже будет доступна эта информация. Также мы хотим пойти по такому же принципу. У беременных тоже очень регламентировано все, 12 недели, какие обследования, визиты должны быть. И также мы планируем доставлять эти уведомления самой женщине, и если она состоит в браке, то ее мужу, чтобы они тоже оба были осведомлены о том, что им необходимо надо проходить, какие исследования в период ее беременности. Таким образом, мы хотим быть невидимыми помощниками каждому из нас. Вот знаете, вы еще введите, я который раз которому медику говорю, то есть медицина устроена так, что вы ждете, пока я заболею. Да? И когда я заболею, вы поможете.
врать не буду, поможете, придете, поможете. Но давайте вы не будете ждать, когда я заболею. И в этот мой цифровой профиль здоровья, вот вы знаете, да, у меня есть страховка, я прикреплена, вы знаете мой возраст, и вы говорите, вот вам, согласно вашему здоровью, образу жизни, нужно пройти, не дожидаясь перитонита. Нет у вас таких планов, чтобы я могла посмотреть, что мне нужно? Согласен. Здесь же все зависит от набора данных, которые мы... Вообще от данных, какие мы имеем, в каком формате. До этого мы имели много данных, на самом деле. Здравоохранение собирает очень много данных, которые, возможно, и не нужны. Теперь вопрос заставить эти данные работать. Чтобы эти данные работали, они должны быть структурированы. Так вы же заместитель министра. Вот я объясняю путь наш. И теперь, когда мы набираем определенные данные, да, мы сможем сказать, у человека сахарный диабет, все. Если по протоколу прописано, что ему надо 4 раза в год проходить тест на сахар, мы будем ему сообщать об этом. Если мы видим, что определенные тесты на сахар превышают определенные показатели, мы будем давать дальнейшие инструкции согласно этим протоколам. И вопрос теперь, насколько все гармонично и готово. Протоколы готовы, они четко регламентированы под каждую ситуацию, чтобы мы как раз таки и помогали. Поэтому я вот и привел в пример вот эти два простых кейса, календарь прививок там, и беременность, это вот самые такие очень хорошо описанные жизненные ситуации. И по мере набора дальнейших таких ситуаций мы можем сообщать каждому гражданину о том, что необходимо делать. Но самый главный вопрос, это не самый главный, один из главных вопросов, это цифровая грамотность, цифровые компетенции, да? Чтобы человек для удобства же своего, чтобы получать необходимую информацию, имел доступ там, либо к гаджетам, либо к компьютеру, потому что это средство общения наших с пациентом. Очень помогло в этом плане активность по удаленному получению электронных подписей. Почему тоже буксовало цифровое здравоохранение в прошлые годы? Потому что мы не могли предоставить доступ, не зная, кому мы его предоставляем. Но сейчас, благодаря тому, что каждый человек может удаленно получить электронную цифровую подпись, он может быть идентифицирован, аутентифицирован, что да, он это он, и мы знаем, что мы только ему даем эти данные, больше никто не может получить эти данные, кроме него. И это как раз таки стимулирует то, что люди предпочитают уже получать определенные данные в онлайн-формате, как больничный лист. Это одна из таких уже стала популярных таких сервисов. Люди открывают больничный. О больничном листе мы с вами еще поговорим. Да. Давайте для начала поговорим о гаджетах. Давайте. Вы сказали, что для того, чтобы осуществлять этот контакт, у пациентов должен быть гаджет. Но пациенты решат этот вопрос. Мы с вами в прошлый раз говорили, что проблема есть с гаджетами как раз у медицинского персонала. Как им заполнять вот эти вот все ваши цифровые документы, если у них элементарно нет вот этого необходимого обеспечения? Улучшилась ситуация? Вообще 5% вы в прошлый раз называли цифру. Нет, не 5%. Ну хорошо, может быть не 5%. Ситуация улучшается, и я объясню, как мы работаем сейчас. До этого этот процесс был пущен условно на самотек. Каждый решал, как мог это, и мог ли он решать. Мы говорим о первичных, да, организациях здравоохранения. Да. Зачастую Минздрав централизованно закупал и так далее. Но сейчас мы включили в стандарт рабочего места медработника наличие устройства с выходом в интернет. Это раз. Два. Мы определили необходимое количество девайсов на медработников. То есть для стационаров это отдельная часть, для поликлиник это отдельные расчеты. Это два. И третий. Мы проанализировали, насколько вообще есть экономии на бумаге и экономия вообще в конце года по другим мероприятиям. И мы видим, что теперь организации здравоохранения самостоятельно начали закупать компьютеры. Вот если мы посмотрим бишкекские поликлиники, там 1-я поликлиника, 9-я поликлиника уже начали закупать планшеты, потому что у них освобождаются деньги. Только одна система по иммунизации смогла сэкономить за год порядка 20 миллионов сомов, которые они уже могут направлять на свою компьютеризацию. Если говорить о дальнейшей экономии, мы до этого тоже с вами обсуждали, что есть вот эта ежегодная отчетность здравоохранения, когда
все носят папочки со своими отчетами из района в область, из области переезжают в Бишкек. Мы этот процесс тоже оцифровали, и только эта система ежегодно может экономить системе здравоохранения 10 миллионов сомов. И то есть вот эти деньги они могут уже инвестировать непосредственно в компьютерное оборудование. Но мне кажется, мы все-таки сейчас выдаем желаемое за действительное. Я думаю, что все-таки у очень многих врачей нет необходимых гаджетов. Ну хорошо, даже если мы допустим, что вопрос решается, что с их обучением компьютерной грамотности? Все. Тогда продолжу предыдущий вопрос и перейду к следующему. И еще мы нормативно определили, что оригинал теперь записи – это цифровая запись, а бумага – это копия цифровой записи. То есть теперь первичный документ – это цифровая запись. Понимаете, нельзя выписать больничный лист, не внеся эти данные, грубо говоря, в систему. Теперь из системы больничный лист распечатывается, а не заполняется на бумаге и передается. Говоря теперь про обучение медработников, здесь тоже мы выбрали системный подход. Мы разрабатываем модули для медицинских университетов, чтобы со студенческой скамьи уже понимали, какие есть продукты, и в рамках одного семестра они будут проходить. Это первый момент. Второй момент, у нас есть институт последипломного образования, когда врачи, повышая свою квалификацию по основной специальности, параллельно еще будут изучать компьютерную грамотность. Это второй момент. Третий момент – аналогичная программа для колледжей, потому что у каждого семейного врача есть семейная медсестра. Вообще у каждого врача есть медсестра. И мы сейчас прорабатываем пилот такой, как цифровая медсестра. Потому что врач, мы тоже с вами обсуждали это, чтобы врач не отвлекался на заполнение данных и не жертвуя общением с пациентом. Он разговаривает с пациентом, и в это время медсестра заносит определенные данные. И третий момент – у нас есть постоянные обучающие тренинги для врачей, которые мы проводим своими силами. Когда мы запускаем систему, она всегда поддерживается. Есть определенные люди, которые закреплены за этой системой, и они на связи со всеми медработниками. И таким образом мы обучаем. И следующий момент – это, конечно, видеоуроки, видеоинструкции, бумажные инструкции и так далее, которые доступны каждому медработнику. То есть, знаете, у вас как и цифровой профиль пациента начался с 2022 года, так и обучение, да, тех врачей, которые вот сейчас выпускаются. Но мы же понимаем, что подавляющее большинство врачей у нас – это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Что делать им? Я еще раз повторю. Институт последипломного образования занимается обучением действующих врачей, которые сейчас уже работают и повышают свою квалификацию по основному. И можно в цифрах? Сколько процентов врачей, просто потому что мы ездили по регионам и общались с врачами, мы не говорили с ними, у нас не было задачи говорить с ними о цифровом их, мы говорили о репродуктивном здоровье, но мы видели этих врачей, мы видели их возраст, мы видели их загруженность, вот, и что-то... Их давно ничему не обучали. Порядка 6,5 тысяч врачей обучены. И это порядка 6,5 тысяч, это около 30-40% от общего количества врачей. Прошли обучение, медсестер прошло порядка 50%, потому что их намного больше. Но этот процесс, он не разовый, он должен быть постоянный. Мы видим, что однократного обучения не хватает. И поэтому мы создаем вот эти группы, в которых рутинно дальше поддерживается каждое обучение. И учитывая, что они периодически меняются, необходимо обучать каждый раз новых врачей заново. И я не отрицаю, да, это проблема. Но это проблема, на которой надо работать, и это проблема системная, потому что врачи пенсионного и предпенсионного возраста – это не только проблема для цифровизации здравоохранения, это проблема в целом для здравоохранения, потому что эти люди в первую очередь они лечат. А только потом они уже эти данные вносят. И поэтому здесь необходим комплексный подход по привлечению молодых специалистов. И не только привлечению, а по их удержанию и закреплению на местах. Но мы как пациенты не всегда с вами согласимся, что врачи пенсионного и предпенсионного возраста пусть лечат. Они нам нравятся. Нет, здесь вопрос не о том, как заменить их, о том, что рано или поздно придется настанет заменять, время, когда их придется заменить, и нам нужно иметь
людей, кем мы сможем их заменить. Вот в этом вопрос. Понятно. То есть вы, как заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию, считаете, что процесс вот этот вот обучения врачей, процесс компьютеризации организации здравоохранения идет нормально. Я понимаю, что это не делается вот на раз, что это нужно время, но все идет так, как должно идти. Идет не так быстро, как хотелось бы, но прогресс есть. Что нужно для того, чтобы шло так, как хотелось бы? Я думаю, что это все зависит от каждого руководителя на месте, насколько он прогрессивен. Мы также проводили анализ по возрасту непосредственно руководителей, там и самые молодые руководители оказались в Баткенской области, и мы видим на примере Баткенской области, что у них достаточно активно идут цифровая трансформация. У них активно используют лабораторную информационную систему, мы даже оттуда отзывы получаем положительные, и причем предметный человек находится в ГСВ, которое отдалено там от Баткена на расстоянии 30-40 километров. Он обращается в ГСВ, ему назначают определенные анализы, для этого он едет в райцентр, в лабораторию, сдает ее, приезжает обратно, и через 2-3 дня ему, по идее, снова надо поехать и забрать. Он уже не едет, он уже имеет эти данные у себя, и он говорит: спасибо, я сэкономил 300 сомов на дороге. И еще сэкономил 3 часа времени туда-сюда съездить. То есть мы видим действительно реальные кейсы, которые помогают людям. И видим, как определенные руководители создают условия для своих пациентов. Но такая ситуация не везде, и поэтому нам необходимо работать с каждым руководителем отдельно, повышать его непосредственно потенциал, его видение, менеджерские качества, понимание экономики и так далее. И поэтому и была в прошлом году запущено это обучение для руководителей отдельно, непосредственно, чтобы они тоже понимали. Мы с ними встречались, руководители непосредственно каждый по своей части, чтобы им объяснять, зачем мы это делаем, чтобы у них тоже было понимание, и они стали нашими единомышленниками. Компьютер и гаджет должен быть у каждого врача. Тогда давайте я расскажу. Для семейных врачей мы определили так: на одно рабочее место один компьютер. То есть на одном рабочем месте могут быть 2 врача. Да, посменно. Да, вот поэтому рабочее место. Мы не привязываемся к количеству людей, голова, мы привязаны к рабочему месту. Для стационаров мы определили 1 на 3, потому что они все не сидят одновременно в ординаторской. Кто-то уходит с пациентами, осмотр делает и так далее, поэтому там мы сделали 1 на 3. И учитывая вот это распределение, то мы сейчас видим, что обеспеченность компьютером составляет порядка 70-80%. Но эти 20% мы будем помогать им нарабатывать, но при этом нам надо не забывать, что к моменту, пока мы решим потребность 20-30%, те устареют. Да, устареют. И поэтому и мы не можем постоянно, само министерство не сможет постоянно контролировать этот процесс. Поэтому необходимо каждому главврачу иметь понимание, что эти компьютеры там экономят их ресурсы на бумаге, и, соответственно, они могут реинвестировать деньги, сэкономленные на бумаге, в свое компьютерное оборудование. Мы проводили анализ также по количеству использованной бумаги. Мы сократили количество использованной бумаги на 30%. И это также сэкономило, ежегодно экономит порядка 20 миллионов сомов. И я думаю, что те главврачи, которые правильно вот эти цифры понимают и их интерпретируют, они как раз таки занимаются закупом компьютеров на высвобождаемые финансы. Ну вот я в последний раз, это я своим ребенком получала справку допуск к спортивным соревнованиям. Справка это была обычная, заполненная от руки, с обычной печатью, и компьютеры, ну я, слушайте, специально, вот мы раз в полгода такую справку получаем, обращу внимание, мне все-таки кажется, что... Справки я вам расскажу. На самом деле справки у нас, мы определили приоритетные справки, которые очень много людей ими пользуются. Это вот больничный лист, это тоже, в принципе, справка, можно считать. Следующее мы для себя определили для кандидатов в водители. И следующее для допуска вообще в школу или в образовательную организацию или на работу 086. Эти 3 приоритетные, и мы сейчас с них начали. Дальше есть вот справка 095, когда ребенок пропускает школу, ему необходимо дать аналог больничного листа для образовательной организации, потом мы перейдем к ней и так далее. То есть сейчас вопрос по справкам, он в работе, и мы начали с приоритетных.
Поэтому та справка, о которой вы говорите... Вы просто еще не дошли до нашей справки. Да. Понятно. Ну, раз мы уже перешли к цифровому больничному листу, давайте вот расскажем. Да? Теперь цифровой больничный лист, что это такое, как его получить, и имеет ли он юридическую силу. Цифровой больничный лист – это аналог бумажного больничного листа, но цифровой аналог. Пилотный проект был в 2022 году и показал себя успешно. После этого мы продолжили этот пилот и юридически его легализовали, придали ему значимость, чтобы… Это же связано с выплатами, да, с определенными… Да, соцфонд. Да, и связано с… Вообще имеет такие юридические последствия. Поэтому мы его легализовали. И как это происходит? Человек обращается в поликлинику, первый визит необходим. Врач должен удостовериться, что он вы заболели. Да, и не назначить ему лечение. То есть не просто констатировать, что он заболел. И затем открывать цифровой больничный лист. Если по истечении того времени, на которое выписан больничный лист, пациент не жалуется больше на здоровье и не приходит, он долечился, больничный лист автоматически закрывается и посылается пациенту в его личный кабинет в цифровой профиль здоровья. И мне нравится это. А если он не жалуется, потому что по какой-то другой причине? То есть врач не убедился в том, что пациент выздоровел? Мы же сейчас разговариваем об основной массе заболеваний, как у ОРВИ и грипп, да? Потому что мы провели анализ, то есть на какие выписываются наиболее часто. Вот. Но если он будет жаловаться, пациент придет, он придет еще раз и скажет, что мне нехорошо, продлите мне больничный лист. Я просто, к счастью, не очень опытный пациент, я не знаю, как все давайте это. обычный процесс. Да, обычный процесс, как все это? Человек заболел ОРВИ, пришел к врачу. Врач понимает, что это ОРВИ, и говорит, 5 дней вы выздоровеете. Все. Назначает ему лечение, пациент уходит домой и лечится. Через 5 дней 2 варианта исхода. Ему стало хорошо, он готов приступить к работе, ему нехорошо, и ему необходимо дальнейшее домашнее лечение. Для продления пациент приходит и продлевает его. Либо они могут эти моменты решить онлайн. Но максимальный срок больничного листа, который врач выписывает своим решением единоличным, это 10 дней. Если в течение 10 дней пациенту не стало хорошо и он просит продлить его, то это уже смотрит специальная комиссия. Консилиум, да? Да, который решает, что делать дальше. Может ему решать, что делать дальше. И поэтому, исходя из этих двух моментов, если ему хорошо, больничный лист закрывается автоматически, если ему нехорошо, он продлевается. Если он закрывается, больничный лист отправляется пациенту в его личный кабинет. Вот на этом тюндюке? Да. Если он продлевается, то он также висит открытый, что больничный лист открытый, и пациент продолжает лечение до момента, когда ему не станет хорошо, он не выздоровеет, и больничный лист, соответственно, закроется. А выглядит этот больничный лист, это вот он выглядит как раньше, просто он теперь в электронном виде, да. Это PDF там какой-то. Да. Пациент его может распечатать, но в принципе это уже отпадает необходимости. Да. Но мы уже не тратим, если вы помните, раньше больничные листы были на специальной бумаги голубого цвета с оттисками, с номером бланка. То есть сам бланк стоил дорого. Да, и вот эти. И были определенные коррупционные моменты с этими бланками. Открывали там задними числами там, за неделю назад и так далее, и так далее. То есть, и таким образом эта система теперь будет позволять, первое, предотвращать эти моменты, второе, упрощать, и третье, мы сможем теперь проводить аналитику, а чем же у нас болеют работоспособные люди. Наша задача их также защищать, потому что они двигатель нашей экономики. Я думаю, по накоплению определенных данных мы уже сможем вырабатывать точные решения для поддержания здоровья их, как вы говорите, работать не на заболевания, на упреждение. И вот это же нужно показать работодателю, там, в соцфонд, еще куда-то. Он просто отправляется, пересылается, да, вот в таком вот. Да, есть две категории людей, которым необходим больничный лист. Да? Первая категория – это государственные муниципальные служащие, да? И вторая категория – это частный бизнес, который работает открыто и через соцфонд и так далее, которые также защищают своих работников и выплачивают ему пропуск по болезни. Да. Вот. Для
госмуниципальных служащих, у них же есть еще своя система, Якзмат, где есть все данные о каждом сотруднике. И сейчас мы работаем по интеграции этих двух систем для того, чтобы пациенту даже не надо было передавать ничего. Мы автоматически известим работодателя о том, что он болеет, точнее, не о том, что у него открыт больничный лист. Причину мы не называем, мы только говорим по состоянию болезни, по уходу за ребенком и так далее, и так далее. Сам диагноз мы не раскрываем никому, только пациент знает свой диагноз, и то на больничном его нету. Он есть уже в других записях у пациента. А для частного сектора, да, им будет пока необходимо передавать эти данные работодателю там, в PDF-формате, и все, и дальше уже работодатель будет решать, исходя из определенных данных, какая выплата положена. Я напоминаю, что мы говорим с заместителем министра здравоохранения по цифровому развитию Бакытом Джангазиевым. И сейчас мы переходим с вами к основным жалобам наших читателей, связанных с вашей частью. Они жалуются на вот эту цифровую запись к врачам. Говорят, ну, в общем, много там жалоб, что невозможно записаться. Мы все эти жалобы также читаем в комментариях, команда реагирует на них. А самая распространенная жалоба – это что невозможно записаться к узкому специалисту напрямую. И я объясню, с чем это связано. Это не система плохо работает. Это изначально заложенный шаблон, как должен быть организован процесс приема пациентов. Я еще раз хочу напомнить, что первое контактное лицо в системе здравоохранения с пациентом – это его семейный врач, который определит, исходя из его симптомов, что ему необходимо сделать дальше. И семейный врач может также записать пациента к другим узким специалистам, и, возможно, даже не к одному, записать его в лабораторию на другие инструментальные исследования, рентген, УЗИ и так далее, чтобы понимать для себя общую картину. То есть семейный врач – это диагност и распасовщик задач. Какому врачу необходимо что сделать для того, чтобы у врача семейного появилась полная картина, что с пациентом и как его лечить. Есть два узких специалиста, к которым можно записаться напрямую. Это врач-хирург и врач-травматолог. Это неотложное состояние, и понятно, что если нога сломана, хирург или травматолог эту задачу решит. К остальным эти вопросы будет решать семейный врач. Мы сейчас также изучаем, насколько можно увеличить и расширить этот список. Группа работает, и по мере завершения работы мы известим население и обновим сервисы. Но сейчас необходимо понимать, что система работает так. И такая система организации работы не только у нас в стране, она во всех странах. Неважно, это страны СНГ или страны Европы и так далее. Люди, которые обращались к докторам в других странах, они наверняка это заметили и знают, что в первую очередь необходимо записаться к семейному врачу, который будет давать дальнейшие рекомендации по тому, к кому необходимо дальше обратиться. Ну вот, например, там, маммолог, гинеколог, это же тоже есть такие врачи в системе. Опять же, мы идем к ним не потому, что мы заболели, а потому что мы хотим убедиться, что мы не заболели. Зачем сначала идти к терапевту? Семейный врач – это институциональный хранитель всех ваших данных, да, о вас медицинских. У него поэтому называется семейный врач, потому что он знает вас со всех сторон и знает со всех сторон вашу семью. То есть и он не просто передаточное звено. Хорошо, вы сходили там, к гинекологу, к маммологу, и, возможно, семейный врач вам подскажет дальше, что вам необходимо сдать определенные тесты для того, чтобы картинка полностью сложилась. Потому что до появления симптомов определенных, которые заметит гинеколог или маммолог, возможно, будут какие-то изменения по лабораторным тестам, да, которые могут предшествовать, но не будут еще видны визуально. То есть и вот эта картина, как раз таки, вот этот врач должен помочь ее сформировать. Я еще раз хочу подчеркнуть, что все жалобы, которые поступают, они анализируются. И если сейчас на уровне принятия решений будет предложено, давайте еще откроем и увеличим этот список, это сделать не составит проблем. Записаться к врачу онлайн можно несколькими способами. Да, Давайте подробно расскажем нашим
подписчикам, как это можно сделать? Этот подход мы называем как государство как платформа. То есть мы не просто предоставляем определенный сервис самостоятельно, монопольно, и мы привлекаем игроков частного сектора. Поэтому первый способ – это непосредственно перейти на наш сайт imed.kg, там выбрать запись. Давайте еще раз четко произнесем. i.med.kg. Это единый портал цифрового здравоохранения, где есть много сервисов. И среди него необходимо выбрать сервис онлайн-запись на прием к врачу. Там вы вводите свой ПИН, система вам уже сообщает, к какому ГСВ вы приписаны, вы выбираете нужного врача, выбираете доступную дату и время удобную, формирует цифровой талон, который необходимо сохранить и предъявить его при посещении. Это первый способ. Второй способ, сейчас доступный, это через то же самое приложение Тундук. Человеку необходимо зайти в раздел «Мое здоровье», выбрать аналогичный сервис онлайн-запись на прием к врачу. Система также уже предоставит все необходимые данные, которые у вас уже, она знает о вас, вам необходимо только выбрать врача и дату и время. Формируется такой же цифровой талон, который необходимо предъявить. И третий способ – это через приложение MegaPay. Шаги точно такие же. Выбираем сервис, онлайн-запись на прием к врачу и аналогичные действия. Здесь я хочу также подчеркнуть, что каждую запись можно отменить, если мы по тем или иным причинам не можем прийти к врачу в то время, которое мы забронировали, можно запись эту отменить, и тогда врач будет понимать, что у него доступный слот, и другие пациенты могут воспользоваться этим слотом, чтобы избежать определенных недопониманий в очереди. Также мы сейчас прорабатываем с другими мобильными операторами, чтобы в их приложениях эта тоже функция появилась, для того, чтобы человек мог любым удобным ему способом воспользоваться этой услугой. Там, у людей нет Тундука, но они, пользователи Меги, могут через их приложение зайти и так далее. И сейчас ведется работа по использованию терминальной сети для формирования вот этих талонов. Мы все помним, да, терминалы, где мы раньше оплачивали услуги интернета и так далее, и так далее. Они до сих пор популярны среди определенной части населения. И мы сейчас с ними работаем, чтобы они ставили эти терминалы также в поликлиниках, где также будет на главном экране кнопочка онлайн-запись на прием к врачу, те же самые действия, и при этом будет формироваться вот этот бумажный талончик. И бумажный талончик по нашим переговорам мы готовы предоставлять всем. Даже если у вас есть цифровой, вы можете его распечатать через наш терминал. Таким образом, мы хотим решить эту проблему столкновения поколений. Когда вы показываете цифровой, а бабуля вам говорит, а у меня бумажный, хорошо, мы обеспечим всех цифровыми, но необходимо понимать, что это ресурсы. И в этом плане вот наши коллеги из частного сектора готовы с нами сотрудничать в этом направлении, чтобы создать удобство для каждого человека. Смотрите, попасть к врачу сейчас можно только по записи, то есть в порядке живой очереди. Вот в прошлый раз мы с вами говорили о том, что я записалась, пришла в 17:20, а там уже сидит вот это вот конфликт поколений. Вот. И пройти раньше нее по своей записи я могу только через ее труп. Но и не буду я вступать в эти конфликты. Да, поэтому наша задача... Это по-прежнему так. Да, сейчас... Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь очень много зависит от каждого руководителя на месте, то, как он поставит эту работу. Мы видим, что примеры в некоторых поликлиниках талончиками обеспечивает регистратура сама. Человек приходит, без записи, без ничего. Регистратура сразу его смотрит график врача, его записывает и дает ему талон. Но такая работа, к сожалению, не везде, и это, можно сказать, исключение из правил, чем правило. И наша задача сделать это правилом, что независимо от того, даже если я пришел без записи, вот я пришел. Да, что я не могу пройти. Я вижу, что только через 3 часа после моего прихода есть свободная запись, вот мне дают талон вот через 3 часа, и я уже сам решаю. Я 3 часа буду сидеть или 3 часа пойду займусь своими делами и вернусь через 3 часа. Это цель, к которой мы сейчас идем. Да, то есть должно быть как в ЦОНе. Да. Я могу записаться онлайн и приехать к 10, к 10, или я могу приехать,
но все равно я должна буду записаться. То есть я не могу вот просто прийти и сказать: здравствуйте, примите меня. Да, естественно, галочку ждать. Да, и сказать, что нет, вот я, и ничего, что только так вы можете защитить меня, да, мы понимаем, что... цифрового носителя цифровых услуг, от тех, кто этого не хочет. Да, да. Поэтому вот мы идем и на коллаборацию и с частным сектором, мы работаем с регистратурами, мы даем эти сервисы, чтобы было удобно каждому. В первую очередь надо создать условия для всех, и потом эти условия начинать требовать. Пока условий особо нету, трудно требовать с определенных людей выполнять определенные действия. Смотрите, вот еще всегда распределение по вот этим группам семейных врачей было по месту жительства. Затем нам разрешили выбирать, нам, пациентам, разрешили выбирать. Вот кому хочешь, тому и приписывайся. И я приписалась к своей Юлии Ивановне, которая является, как вы говорите, институциональным носителем памяти не только о моем здоровье, но и о нашем семейном здоровье. Но когда я собралась записываться, я действительно редкий пациент, к счастью, когда я собралась записываться к ней через электронную очередь, я выяснила, что я к ней не приписана. Я приписана по своему месту жительства, и переписаться мне так и не удалось. Ну, чтобы мне понимать контекст, мне надо понять, что вы имеете в виду, когда вы сказали: я приписалась к Юлии Ивановне. Какие действия вы совершили? Это было, ну вот, помните, это было давно, да. давно, когда, ну, то есть были перенесены там документы, считалось, что я, это было в доцифровую. Тогда, ну. Вот, да, но я была у нее были мои документы. У нее моя карточка. И после этого ваша карта перекочевала уже? Я не знаю, есть ли карта. У нового. Да, вообще, это, мне кажется, моя карта, она вообще у меня сейчас. Но формально я вот у врача, которую я не знаю, и она не знает, она ни разу меня не видела, и я ее никогда не видела, она ничего не знает про мое здоровье. И переписаться вот официально, как-то я пыталась, я там ходила в регистратуру, как это возможно сделать? Сейчас... Позволяет ли ваша система менять приписку? В первую очередь... Меняя прописку. Я понял. В первую очередь, чтобы решить эту... В первую очередь мы обозначили проблему, что такая проблема есть. Да? И эта проблема была связана еще с доступом людей к медицинской помощи. Достаточно много людей живет на окраинах Бишкека, они прописаны, возможно, в регионах, и, соответственно, ни они, ни их дети не имеют доступа к услугам здравоохранения, потому что прописка их фактически находится не здесь. И подобные ваши кейсы. Поэтому мы провели работу по вообще демонтажу такого явления, что прописка равно приписка. И учитывая, что у нас существует механизм подушевого финансирования на уровне первичного звена, то есть количество людей определяет, сколько денег получит поликлиника. И, соответственно, нет мотивации над сохранением этих людей и над улучшением сервиса. Что они знают, что так или иначе свой бюджет годовой они получат, независимо от того, как они будут работать. Поэтому мы решили создать принцип здоровой конкуренции, для того, чтобы, если пациент от них уйдет, соответственно, уйдут его деньги. Да. Теперь, какие документы необходимы? Первое, прийти с паспортом, только с паспортом. Раньше надо было еще собрать документы. Сейчас нужен только один паспорт. Вы приходите, составляете типовой договор на оказание услуг. На вас формируется приписное свидетельство, вот это, и все. И это означает, что вы заключили договор с новой поликлиникой. В регистратуру я прихожу. Да, на оказание услуг. Но здесь необходимо понимать одну важную вещь, и она очень важна, что если вы проживаете не на территории этой поликлиники, активного посещения не будет. То есть врач ко мне не придет. Да, врач к вам не придет, только вы к врачу. Эта услуга наиболее часто нужна детям, беременным роженицам, да, и пенсионерам, да, которым необходимо периодически, чтобы врач сам приходил к ним. Если там это активное работационное население здоровое, в принципе, они могут такой услугой пользоваться, потому что им удобно ближе к работе там, или так далее, исходя из своих личных соображений.
Эти моменты мы описали, утвердили, и система теперь позволяет это делать. И сейчас мы готовим соответствующие цифровые решения для того, чтобы вот таких моментов, как у вас, не было, где мог сыграть, возможно, человеческий фактор, да, роль свою. Вы онлайн подаете заявку, эти данные принимаются в этой поликлинике, они смотрят по своей нагрузке. Врачи что же, не роботы, не могут работать. Конечно. Вот. И у нас есть определенные нормативы, сколько людей на одного врача. Если новые люди в этот норматив попадают, они принимают решение прикрепить этого человека у себя. Если нет, то они должны мотивированно тогда отказать, почему они это делают, чтобы пациент понимал, что это не просто отказ без мотивации, а почему это произошло. Вот вернемся к человеческому фактору. Вот цифровой профиль здоровья, он имеет юридическую силу? То есть если по какой-то причине туда забыли внести о том, что мой ребенок получал прививку, да, но она же все равно где-то в другом месте должна быть зафиксирована или только в цифровом. Вот нету, то вот что будет в этом случае? Сейчас. Я хочу немного объяснить, как работает цифровой профиль, для того, чтобы было понятно. А то у наших слушателей может возникнуть мнение, что врач в одну и ту же систему заносит несколько одинаковых данных. Цифровой профиль здоровья – это сервис, который отображает все доступные данные о вас из всех систем. То есть он в себе ничего не хранит, он только показывает вам. Врач заносит данные в систему по иммунизации, и цифровой профиль просто подтягивает. Я понимаю, но вот он забыл внести это. В первую очередь, сейчас никаких карательных мер мы не принимаем для того, чтобы сформировать адекватный образ цифровизации, что это не кара. Но при этом мы начинаем заменять вот эти отчеты. До этого они на бумаге все это делаем. Поэтому мы приняли решение об отказе от бумажных форм отчетов, и что они формируются автоматически из данных, которые внесены в информационные системы. То есть если медсестра все эти данные все внесла, то отчет автоматически сформировался, и им есть что показать, свой объем работы, каким показать. Вот, вопрос у меня в другом. Нет, вот он забыл, вы говорите. То есть, и это мотивирует его не забывать, потому что если он будет постоянно забывать или умышленно не вносить, его отчет будет нулевым. И, соответственно, руководитель спросит, чем вы занимаетесь. Вы говорите о враче, да. А я говорю о пациенте. То есть через какое-то время мне понадобится эта бумага о том, что я прошла вакцинацию по разным причинам. Да. Мне нужна виза, мне нужно, там, может быть, на работу не берут без этой справки, неважно. И вот данных о том, что я прошла эту вакцинацию, нет. Я вас понял. А вы говорили, что задним числом нельзя внести. Нет, если вы говорите про исторические данные, то сейчас нет. Такой возможности и функции нет. Что делать в этом случае, если вот после 22 года я получала, мой ребенок получал, но данных нет вот в этом вашем цифровом носителе, неважно в каком? Однозначно. Кары на данный момент нет никаких карательных мер. А тут мне не важно кара. Вы мне закрыли вход куда-то вот этой своей ошибкой. Как мне ее решить? Ну, учитывая, что люди заблаговременно проверяют свои данные перед подачей на визу или по другим причинам, и они увидят, что определенных данных нету, то они могут сообщить об этом, и эти данные будут внесены. Будут внесены. Да, и как раз я хочу дополнить. Куда обращаться, если что? Вот, сейчас этот процесс хаотичный. Они идут в свою поликлинику, мы снова заставляем человека прийти сообщить нам о том, что мы не доработали. Мы сейчас эту функцию будем реализовывать непосредственно через цифровой профиль. Мы создадим условия, что у человека будет кнопка «Сообщить об ошибке». Он сообщает, пишет суть своего обращения, и это обращение будет исполнено. То же самое мы видим по обратную картину, нежели есть у вас. Человек обращается и говорит: я не болел. У меня написано, что я болел. Например, да. Да. И таких достаточно много данных. То есть по разным причинам такие были. Мы провели анализ, нашли причины, и нас это радует в каком плане? Что мы теперь подотчетны населению.
Мы открыты перед ними. Все данные, которые мы вносим про них, они знают. До этого была такая парадигма: медкарта не ваша, а наша. Но на самом деле это не так. Медкарта ваша. Мы лишь ее храним, мы с ней работаем, но на самом деле принадлежит она вам. И с помощью этого цифрового профиля мы смогли реализовать это право на доступ, на ваш доступ к вашей личной информации. И вот еще такой вопрос, который волнует не всех, но он очень важен. Сейчас Минздрав проводит цифровую трансформацию, процедуру установления факта инвалидности. Что это значит и как проходит сама процедура теперь? Это очень был интересный проект и есть, который имеет такую большую социальную подоплеку. Мы все понимаем, что эта процедура достаточно была бюрократизирована, и пользователи, люди, которые имеют инвалидность, не всегда имеют возможности быть в этой бюрократии, да, ходить по различным инстанциям. Раньше какой был процесс? Ему необходимо было принести 11 видов документов. Там, паспорт, справка с места жительства, там, больничный лист, лабораторные данные, амбулаторная карта и так далее, и так далее. Он шел с этими данными в поликлинике там заполняли определенные бумаги дополнительные и направляли его в МСЭК. Это медико-социальная экспертная комиссия, которая непосредственно выставляет этот статус. МСЭК рассматривал документы, возможно, чего-то не хватало, возможно, почерк был непонятный или неправильно заполненный, и обратно приглашала этого пациента, давала ему эти документы в руки и говорила: идите в поликлинику, надо вот это сделать. И так далее. И вот это могло затягиваться на продолжительное время. Мы поняли, что без цифровых решений в этом не обойтись, потому что здесь очень много человеческого фактора, и чтобы его минимизировать, необходим какой-то инструмент, который позволит нам, во-первых, проводить мониторинг, во-вторых, сделать удобство пациенту. Теперь пациенту необходимо прийти только с паспортом в поликлинику. Врач заполнит все необходимые данные. Если это лабораторный, пациент пройдет, данные попадут в его личный цифровой, цифровое досье, все обследования, результаты исследований и так далее, справка с места жительства и так далее, и так далее. Все формируется в цифровом досье. И без участия пациента активного эти данные отправляются теперь в МСЭК. МСЭК эти данные рассматривает без участия пациента, и потом пациент уже сообщает о том, какой статус ему присвоен. Если каких-то данных не хватает, то здесь уже будут общаться между собой МСЭК и поликлиника, без пациента. Что не хватает данных, возможно, забыли, внесите, там, вот это и так далее, и так далее. И по Бишкеку мы за полгода 2023 года, второе полугодие, сформировали 450 вот таких цифровых досье. Результаты нас вдохновляют на масштабирование этой системы по всей стране, чтобы каждый мог таким образом пользоваться. И сейчас здесь важно отметить теперь роль телемедицины. Мы разработали соответствующее постановление, легализовали вообще понятие телемедицины. До этого оно было вне закона, можно сказать, потому что не было никаких терминов и правил игры, как это делать. Мы это все легализовали, и, соответственно, теперь при помощи телемедицинских технологий даже МСЭК уже может не приглашать пациента к себе. Он может с ним также онлайн связаться, посмотреть на него, побеседовать с ним и внести данные в систему, что и пациент будет знать, что ему статус присвоен. И начисляться таким образом пособие. И телемедицину также мы активно планируем и у себя использовать для того, чтобы вот эти больничные листы продлевать и так далее, чтобы это уже можно было определенные вещи, делать на дистанции. Какие еще проекты реализует Министерство здравоохранения с точки зрения цифровизации, о которых мы не говорили еще? Мы сейчас хотим работать теперь на взаимодействие с госорганами. Почему это важно? Я сейчас говорю о суперсервисах. Это когда одно событие провоцирует ряд других событий. К примеру, вы поменяли место жительства. Государство уже об этом знает. Вам не надо сообщать об этом в поликлинику. Мы с вами свяжемся через Тундук и предложим: Наталья, вы, оказывается, сменили место жительства, рядом с вами находится вот эта поликлиника, вы хотите к ней приписаться? Если говорите «да», мы отправляем запрос в эту поликлинику. Если говорите «нет», то вы остаетесь
грубо говоря, там же. То же самое вот по рождению детей. Если государство уже узнало, что ребенок родился, зачем человеку идти в ЦОН, сообщать еще раз об этом? Мама заходит или папа через приложение Тюнду, ему сообщает, видно, что у него ребенок родился, если он внес все необходимые данные, как он хочет назвать ребенка, какую фамилию он хочет ему предоставить, эти данные он может автоматически отправить, сейчас уже это доступно в ЦОН, и ему изготовят свидетельство о рождении. То же самое про вот этот печальный факт, но он есть, свидетельство о смерти. Да? Если мы знаем, что человек умер, зачем еще раз заставлять людей там, ходить по различным инстанциям, эту процедуру доказывать? Там бывает, там, пенсионеров просят раз в полгода там, прийти в банк, да? Была тоже новость у вас, для того, чтобы удостовериться, что ему надо дальше начислять пенсию. Теперь мы с соцфондом уже отработали этот момент, и соцфонд уже не просит приходить в банк раз в полгода, чтобы показаться. Они знают, человек жив, пенсию начислять можно, или человека уже нет, то пенсия автоматически прекращается без никаких других процедур. Проект, который мы запустили в конце прошлого года, это теперь цифровая история болезни, это для стационаров, для больниц. То есть мы поликлиническую часть отработали, теперь стационарная часть, и таким образом это будет одна медицинская карточка, но разная для различных инстанций. Но это будет уже одно. И таким образом мы обеспечим преемственность данных. Человек пролежал в больнице, автоматически семейный врач его знает, что он пролежал, какой диагноз был и так далее, чтобы дальше наблюдать за ним. Мы занимаемся модернизацией систем в части, если ребенок уже получил данные в роддоме, первые 2 вакцины, точнее, то его поликлиника уже об этом знает и продолжает вакцинировать его дальше. Мы будем работать также над справкой 086-083, это одни из таких востребованных справок, и наша задача перевести их в онлайн. Мы намерены развивать дальше систему по кадрам. Сейчас у нас есть данные о количественном и качественном составе, но сейчас мы хотим знать теперь о том, адекватна ли у него зарплата. Мы много данных предоставляем по зарплате, но это усредненные данные. Да? Средняя зарплата врача такая. Но мы не видим верхний и нижний порог, и, соответственно, нам трудно принимать какие-то управленческие решения по закреплению как раз таки молодых специалистов на местах. И когда мы будем понимать, что молодой специалист там получает вот такую зарплату, это будет для нас уже драйвером для того, чтобы мы приняли управленческое решение по закреплению молодых специалистов на местах. И такой важный вопрос в заключении. Диагноз является чувствительной информацией. Как вы защищаете мои данные? У нас есть, как раз недавно было создано Государственное агентство по защите персданных. Мы активно с ними работаем. Мы приглашали их, чтобы они провели у нас аудит, насколько все соответствует нормам защиты. Также у нас есть специальное помещение со специальным оборудованием, где хранятся цифровые данные, и оно защищено и соответствует требованиям, которые предъявляются к этому оборудованию. Это инфраструктурная часть. И техническая часть, что мы предоставляем ваши данные только вам, поэтому мы и требуем, что только облачная цифровая подпись является гарантированным инструментом, что вы получите свои данные. Если у вас ее нету, мы не сможем вам ее предоставить. Все понятно. Спасибо большое. Спасибо вам. Вопросов мы разобрали много. Надеюсь, что все будет идти теми темпами, как хотелось бы. Спасибо. С нами был заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев. Мы говорили о цифровизации, естественно, здравоохранения. Всего вам доброго, не болейте, будьте здоровы. Вам спасибо. Спасибо. До свидания.